Мухиддин Кавери, председатель партии Исламского возрождения Таджикистана. Дамы и господа, борьба с расизмом, ксенофобией и нетерпимостью является приоритетной задачей современного мира. Мы приветствуем действия ОБСЕ, направленные на стимулирование дискуссий на эту тему и реализации различных проектов для предотвращения разных видов дискриминации, ксенофобии, нетерпимости, включая религиозную. Несмотря на то, что основным посылом всех мировых религий является миролюбивость, терпимость и всеобщее уважение к человечеству, мы должны признавать неоспоримый исторический факт, что идеологической базой для религиозной нетерпимости в истории и в современном мире часто выступали отдельные религиозные тексты или своеобразные толкования и интерпретации этих текстов и догм. В последние годы бурно обсуждается вопрос возможности исключения из священных религиозных текстов отдельные моменты, которые носят прямые или косвенные призывы к насилию по отношению к представителям других религий, конфессий или народностей. Такие призывы мы услышали и здесь, со стороны участников конференции, и они прямо призывали мусульман в целом и мусульманских священнослужителей в частности публично осудить и отказаться от этих текстов в Коране и в других религиозных источниках. Для убедительности было приведено несколько цитат из Корана, что действительно имеет место. Мы надеемся, что авторы этих идей исходят из благих намерений, но считаем, что призыв к ревизии священных текстов, исключение отдельных частей и тем более их осуждения не являются конструктивными и могут способствовать еще большей нетерпимости. Мы считаем, что было бы более правильным и конструктивным призывать к тому, чтобы тексты в священных книгах всех религий и конфессий, которые могут интерпретироваться как призыв к насилию и нетерпимости, оценивались в контексте конкретных исторических событий и привязать их исключительно к этим событиям. И объявить, что они имеют значение только для конкретного случая, которое стало уже частью истории и не могут быть применены в настоящее время и в будущем. В истории большинства религий и народов есть страницы, где, к сожалению, насилие и нетерпимость была частью реальности. Их никто не отрицает, и мы не должны искать для их оправдания. Мы должны воспринимать это как часть истории, пусть неприятная, и сделать все для того, чтобы этого не было в будущем. Надо признавать, что многие исторически сложившиеся понятия в исламской религиозной литературе и, возможно, отдельные интерпретации священных текстов устарели и нуждаются в новом толковании. Вопрос реформирования религиозных понятий и догм является очень чувствительным, и необходимо подходить к нему осторожно с учетом специфики каждой религии. На определенном этапе развития исламского мышления процесс иджтихад, то есть поиск новых религиозных решений, соответствующих новым реалиям, в силу различных причин приостановился. Это привело к застою не только исламского мышления в целом, но и исламского мира. Мы, мусульмане, сами чувствуем необходимость этих реформ и нуждаемся в них больше всего. Мы очень сожалеем, что официальная делегация Таджикистана, возможно, рассчитывая на стереотипное мышление, обвинила нашу партию Исламского возрождения, в антисемитизме. Не находя фактов из последних 20 лет нашей деятельности, они выразились в контексте отдельных статей или выступлений времен гражданской войны в Таджикистане, даже цитируя отрывки священных текстов, старались доказать недоказуемое. Мы осуждали, еще раз осуждаем все виды нетерпимости, ксенофобии, включая антисемитизм и исламофобию. Также осуждаем попытки дезинформировать мировое сообщество. Спасибо за внимание. Благодарю вас.